А перед началом этого ролика небольшая просьба к нашим зрителям подписаться на канал, поставить лайк. Ваша поддержка очень сильно помогает каналу развиваться и дает нам мотивацию каждый день выпускать ролики для вас с ответами на посягательство на нашу историю. Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Многие, наверное, слышали такую народную женскую забаву. Сама придумала, сама обиделась, сама помирилась. Руслан Курбанов в своем эфире, где давал ответы на вопросы насчет будущего Лезгистана. Объединение лезгин, которые по понятным причинам оказались между двумя странами, Россией и Азербайджан. Руслану задали вопрос касательно Ингушетии. Руслан, не раздумывая, дал отчетливый ответ, что ингуши получили свою республику случайно, благодаря из-за двух чеченских войн, так как Ингушетия, как отдельная республика, отказалась участвовать в войне. Это знает весь Кавказ, и это ни для кого не секрет. В предыдущем нашем ролике на эту тему мы вам показали, что задолго до Руслана Курбанова Костоев Иса говорил о том же. Дальше ингуши, обрезав видео, выставляют его на своих каналах как на ютубе, так и в различных пабликах инстаграма. Они начали необоснованно поливать грязью Руслана Курбанова. Мы против любых оскорблений. Даже дошло до того, что из Мехкхел Ингушетии начали вызывать Курбанова на шариатский суд. На требование Мехкхел приехать в Ингушетию в суд, Руслан Курбанов ответил тем, что будет лучше, если этот вопрос будут решать в шариатском государстве, и пригласил их в Мекку или Катар. Мехкхел Ингушетии почему-то не согласился решать претензии к Курбанову в шариатской Мекке и Катаре, аргументировав это тем, что в Дагестане, в Чечне и в Ингушетии достаточно людей, разбирающихся в шариатском вопросе. Дальше Руслан Курбанов приглашает Мехкхел Ингушетии на Третейский суд для разбора данного вопроса, либо решения маслаатом в присутствии старших. И здесь Мехкхел отказывается и не принимает приглашение. Конечно, на условиях Курбанова они знали, что он их разнесет в пух и прах и сделает огласку данному вопросу. Тем временем, Мехкхел соглашается на маслаат, где они просто попросили прощения у друг друга. Из выступления Курбанова Мехкхел зацепился на то, что Руслан сказал: Ингушетия образовалась случайно из-за двух чеченских войн. Но никто из этой свиты не обратил даже внимания на следующие слова Курбанова. Где одна из сторон кричала: «Они нам уже не братья». Получается, они согласны с тем, что виновные в чечено-ингушском конфликте именно ингуши. Если бы это было не так, Мехкхел отреагировал бы на заявление Курбанова и ответили бы ему, что он сеет фитну между братьями. Но нет, ничего про это сказано не было. Гробовая тишина. Мы сегодня говорим о братстве. Никогда у меня там братьев не было, пусть все не обижаются на меня, и никогда, я думаю, не будет. Никогда не было и никогда не будет у меня там братьев.